Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Якутия вошла в перечень приоритетных партнеров российской торговой компании о перспективах выхода якутского бизнеса на рынок Китая. 1 апреля некоторым охотникам будет не до смеха. Истекает срок оплаты аренды охотничьих угодий. В Алекминском районе с этим возникли проблемы. Молодость длиною в жизнь. 100 лет со дня образования отмечает комсомол Якутии. Якутия вошла в перечень 10 приоритетных партнеров российской торговой компании в Китае. Соглашение о сотрудничестве между республикой и компанией по поддержке регионального экспорта за рубежом подписано в Москве. О перспективах выхода якутских компаний на китайский рынок расскажет Максим Кардозу. Якутские дикоросы, рыба, бриллианты и туристические путевки появятся в скором времени на крупнейшей платформе по продаже российских товаров в Китае. Ежемесячный трафик Т-Молл составляет 512 миллионов посетителей. Выйти на рынок Поднебесной якутским проектам поможет российская торговая компания, с которой республика подписала соглашение о продвижении экспорта несырьевых товаров. Очень интересная тема, на мой взгляд, это тема экспорта экологически чистых, высококачественных продуктов растительного происхождения, животного происхождения из Якутии. Здесь я считаю, что очень большие у нас есть перспективы на китайском рынке с учетом огромного количества дикоросов, которые растут в Якутии. Уверен, что здесь, конечно же, можно смотреть и на самом деле реализовывать, на мой взгляд, уникальные проекты, которые вряд ли где-либо можно сейчас реализовать не только в России, но и в целом мире. Китай – самый крупный потребитель в мире и ключевой товарный партнер России. Внутри страны Якутия занимает 20-е место в рейтинге инвестиционного потенциала с объемом экспорта $3,5 миллиарда. Из них объем несырьевых товаров – 160 миллионов долларов. Якутия всегда, в общем, стояла особняком, в хорошем смысле выделялась как наиболее такая инновационная и прорывная республика, территория Дальнего Востока. И ваша команда, Алексей Сергеевич, прикладывает усилия, чтобы эта репутация только крепчала и были конкретные хорошие результаты. Российская торговая компания – новый элемент продвижения отечественной продукции в Китае. Его учредители – Web.рф и Российский экспортный центр. Специалисты будут консультировать экспортеров из Якутии по разным вопросам – от транспортно-логистического обслуживания до организации бизнеса. Такое сотрудничество позволит выйти на потребителей в Пекине, Шанхае, провинциях Гуандунь, Хэйлунцзян и Сычуань. Республика Саха-Якутия является давним партнером китайских регионов, особенно провинции Хэйлунцзян. В условиях пандемии, когда закрыты границы и затруднено перемещение между нашими странами, Якутия одна из первых в России успешно освоила дистанционные форматы взаимодействия с китайскими регионами. Северо-восточный Китай – традиционный рынок потребления российских товаров. Провинции КНР заинтересованы в торгово-экономической интеграции с дальневосточными регионами, в том числе с республикой Саха-Якутия, по которой проходит кратчайший путь с востока на запад. Туяра Константинова, Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Принципы формирования парламента в рамках реализации послания главы республики обсудили сегодня депутаты Илтумен. Напомним, в своем ежегодном послании А.С.Н. Николаев выразил необходимость реформирования парламента и предложил рассмотреть перспективу перехода Илтумен на профессиональную основу уже со следующего созыва. По мнению главы республики, увеличение числа депутатов, работающих на постоянной основе, до 35 человек значительно повысит оперативность и эффективность законотворчества как на республиканском, так и на федеральном уровне. Парламентарии, в свою очередь, признали целесообразным сокращение общего числа народных депутатов при условии сохранения действующей системы одномандатных избирательных округов. Кроме того, поддержали предложение главы увеличить представленность депутатов-одномандатников как наиболее и непосредственно приближенных к народу. 40 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. По информации регионального оперштаба, большинство из них в Якутске, говорится в сообщении. В Мирнинском районе зарегистрировали 4 случая, в Нерюнгринском и Тампонском по 2. Также по одному заболевшему зафиксировали в Алданском, Кобяйском, Усть-Алданском и Вена-Бытантайском районах.
1 апреля истекает срок заключения соглашений с охотпользователями и подходит к концу время оплаты аренды охотничьих угодий. Стоимость 1 гектара – 1 рубль. В результате для хозяйств складывается неподъемная сумма. Елена Фаст разбиралась в проблеме. 1 апреля будет не самым смешным для охотпользователей. К этой дате необходимо подготовить ряд документов для заключения соглашения и внести единовременную оплату по имеющимся охотугодиям. Стоит вопрос по арендной плате. И на сегодняшний день арендная плата на 1 га составляет 1 рубль. И большинство наших хозяйств пока все не оплатили. Если оплата не будет, то значит будут сокращаться и квоты, и лицензии. Ну, вообще изыматься будет, и она будет выставлена или на аукцион, или на общедоступные охотпользователи. В районе зарегистрировано 15 охотпользователей, но на этот день оплату произвел только один кочевая родовая община «Такко». Ее представитель и поделился опытом. Вопрос в департаменте охоты Республики Саха уже шел с 2019 года, и мы потихоньку начали копить деньги. И вот за 3 года мы накопили, и когда вот пришло время, мы оплатили. У меня получилось 864 тысячи. Варианты есть. Необходимо активизироваться, принять решение, как отработать в каждом конкретном случае. Смотрим по опыту, допустим, ЖСХПК «Тока», где, допустим, они этот вопрос поставили на повестке села. И на сегодня, значит, у нас село Тока собирает все, вплоть даже, насколько мне объяснила глава, и женщины в этом участвуют, собирает все финансы для того, чтобы оплатить эту единовременную выплату за эти охотничьи угодья, чтобы угодья остались за ЖСХПК «Тока». Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. По итогам рейтинговой оценки Центра «Мой бизнес» Министерством предпринимательства бизнес-инкубатор Намского улуса признан победителем в своей группе. Таким образом, работу инкубатора в селе Намцы отмечают как наиболее эффективную 4-й год подряд. Помещения предусмотрены для 10 начинающих предпринимателей, и с начала деятельности бизнес-инкубатор заполнен на 100%. Программа инкубации включает сопровождение и продвижение проектов, консультации по ведению бизнеса, а также бесплатное посещение образовательных мероприятий. В прошлом году общая выручка резидентов составила 44 миллиона рублей. Огромную поддержку с начала пандемии оказала улусная администрация. Наши резиденты попадали по имущественной поддержке, которой мы сняли полностью арендную плату, коммунальные платежи. Это составило около 200 тысяч, которые началось с марта до конца осени. Мы сняли эти арендные платы от наших резидентов. Экспедиция «Go в парк» стартует завтра в Якутии. Это образовательное мероприятие по изучению общественных пространств. Как сообщила главный архитектор региона Ирина Алексеева в ходе прямого эфира в социальных сетях, этот проект прививает правильное отношение к своему здоровью, здоровое питание, активный образ жизни, сказала она. Маршрут экспедиции «Go в парк» пройдет через Покровск, Бердигистях, Вилюйск и Нюрбу. Участники экспедиции разберут плюсы и минусы реализованных ранее проектов благоустройства. В Якутске продолжается чемпионат «Обилимпикс». Накануне в Республиканской коррекционной школе-интернате открыли региональный отборочный этап. Представлены 2 из 24 компетенций – вязание крючком и резьба по дереву. Подробности у Алексея Лукьяненко. Для Джулианы Андреевой вязание крючком превратилось в хобби, однако в будущем участница Обилимпикса планирует покорять новые компетенции. Я занимаюсь вязанием очень давно. В будущем это для меня хобби. Я планирую заниматься керамикой, но в следующем году я снова буду участвовать в Обилимпиксе. В каждой компетенции для соревнующихся есть определенный регламент. Например, на резьбу по дереву выдают 3 часа, и с каждым конкурсным днем задания для участников только усложняются. Сегодня у нас сделали вот такой узор, геометрическую резьбу. Завтра она у нас будет чуть посложнее. Ее применяют в будущем для посуды, для разделочной доски,
для столов, для стульев. В будущем мы хотим побольше участников привлечь к компетенции резьбы по дереву. На первый взгляд, казалось бы, не так уж сложно, что нужно лишь чуточку терпения и желания, но посидев немного, понимаешь, что дело не только в упорстве и в огромном желании, но также нужна и определенная доля таланта. На самом деле, как выяснилось, это очень сложно. Всего же в компетенции резьба по дереву соревнуются 8 участников из 3 коррекционных школ. Я учусь в 10 классе. Я занимаюсь вольной борьбой, резьбой по дереву, теннисом. Уже 3 года я занимаюсь резьбой, мне это очень нравится. Учитель мне помогает, мне не трудно, поэтому в будущем я планирую снова участвовать в соревнованиях. Победившие здесь на региональном этапе, они выходят на федеральный уровень и далее уже на международный. Но мы таких иллюзий не питаем, тем не менее, проведение таких чемпионатов – это территория возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья и для детей-инвалидов. Пробуя себя в той или иной компетенции, дети учатся совершенствовать свои знания, свои навыки, свои умения. Действительно, Обилимпикс – это возможность превратить хобби в профессию и, что самое важное, найти работу по этой специальности. Алексей Лукьяненко, Григорий Николаев, Якутск. 100 лет со дня образования отмечает комсомол Якутии. В мультимедийном парке «Россия. Моя история» торжественно открыли выставку молодежи и ветеранов под названием «Молодость длиною в жизнь». Организаторы выставки отмечают, на сегодняшний день в республике насчитывается более 500 общественных организаций, которые также продолжают дело своих предшественников. В мероприятии приняли участие активисты молодежных организаций, в том числе студенческие отряды, волонтеры, первичная профсоюзная организация, Российский союз молодежи и многие другие. Разумеется, не обошлось и без ветеранов. Также с поздравлениями выступил министр по делам молодежи республики Степан Саргыдаев. Выставка продлится до конца марта. Усиление ветра ожидается сегодня в Колымской группе районов Якутии. По данным синоптиков, днем скорость ветра будет достигать от 15 до 18 метров в секунду в Верхней, Средней и Нижнеколымском районах. Порывы ветра ожидает и в столице региона. По прогнозам, температура воздуха ночью опустится до минус 33-35 градусов. Днем минус 26, минус 28. Выпадет небольшой снег, а скорость ветра составит от 2 до 5 метров в секунду. Мы следим за развитием событий. Берегите себя, носите маску, соблюдайте безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.